Говоря о раскрытии преступлений прошлых лет, я хочу отметить такие преступления, как дела, совершенные воркутинской группировкой. Значит, в основном все эти дела были прошлых лет. Были раскрыты, вы знаете, мы все информации опубликовали на нашем сайте в Сыктывкаре, в Воркуте и в ряде других городов, когда раскрывались убийства 2002 года. Я с большим удовлетворением хотел бы отметить то, что удалось раскрыть нам изнасилование 7-летней девочки в Воркуте. Более 800 человек мы отрабатывали, которые были вовлечены в круг уголовной юстиции. И вот вышли на жителя Алтайского края, который был изобличен в совершенном преступлении. Вчера он был осужден к длительному сроку лишения свободы. Значит, вчера же нам удалось раскрыть изнасилование малолетней девочки в Сыктывкаре в 2009 году. Значит, по этому делу работа проводилась колоссальная с момента совершения преступления. Ну и в конечном итоге результат достигнут. Это лицо сейчас находится под стражей, и в ближайшее время, я думаю, мы после проведения психиатрической экспертизы дело направим в суд. У нас ведь подобные преступления не единичны. В Усть-Куломе погибла девочка, в Воркуте погибла девочка в результате насильственных действий. По разглядейству родителей, значит, вот вчера в Ухте погибли дети, в Троицко-Печорском районе погибли 2 детей. И примеры, знаете, они не единичны. Более 20 случаев истязания в отношении детей, которые совершены родителями. Причем в 5 случаях вот этими извергами, так и можно сказать, являлись матери. Слушайте, вот, но я не понимаю, как может человек, мать, проявлять безразличие, жестокость по отношению к своему ребенку. Во всей природе мать — это защитница своего детеныша. Любой род живых существ взять, мы множество примеров приведем. А вот когда мать убивает, мать истязает, мать, значит, не реагирует на жестокость по отношению к детям со стороны своего сожителя, это ужасно. Поэтому вся сила закона будет направлена на то, чтобы, значит, эти лица несли ответственность. Я хотел бы отметить, что важнейшим направлением нашей работы — это борьба с коррупцией. Возбуждено 105 уголовных дел в отношении должностных лиц. Всего в производстве следователей находилось 138 уголовных дел о совершении преступлений коррупционной направленности. Завершено расследование 82 уголовных дела. Наибольшее число уголовных дел расследовано следователями следственного отдела по городу Сыктывкар, отдела по расследованию особо важных дел Сысольского межрайонного отдела, следственными отделами по Воркуте и Ухте. Привлечено к уголовной ответственности 100 лиц, совершивших 188 преступлений. В частности, 14 должностных лиц Минздрава, 7 должностных лиц органов внутренних дел, 5 должностных органов Минюста. Кроме того, завершено расследование уголовных дел в отношении 10 должностных лиц органов местного самоуправления, включая главу муниципального образования и так далее. Ну, вы знаете, по всем этим делам мы информацию довольно-таки подробно давали. Ничего практически от вас не скрывали. И
Когда я давал пресс-конференцию, еще Зеничев был в розыске, я призывал через вас его не прятаться, а прийти, значит, к следователю и объясниться. Но, к сожалению, решение было им принято другое. Значит, а что? Все будет решать сейчас суд.